남을링의 사물로리아 공감사에 첨주시아이. Добрый день, я надеюсь, что вы все пребываете в добром здравии. И полнолуние прошлого месяца было годовщиной появления лица Кармапа Ранджундарджи в полнолуние, поэтому я подумал, что должен немного рассказать о его жизни и освобождении. Ну, во-первых, не было времени, а во-вторых, в тот же день была принирвана Гампопы, венца всей линии Кагью, и я подумал, что важно краткое введение в историю его освобождения, поэтому я отложил это до сих пор. Сегодня же у нас праздник с середины осени по китайской традиции, и поскольку годовщина введения лица на Луне Ранджундурджи связана с полнолунием, я решил, что будет уместно рассказать сегодня о жизни Ранджундурджи. Из всех воплощений Кармапы Ранджундурджи совершил наибольшее количество деяний. Он изучал сутры и тантры, и старые, и новые мантры, а также все основные второстепенные области знания с 113 гуру, включая Кеджупар Генгба, Нереген Думбума, Недова Кюнга Дунджу, Кембо, Сангпуша Кяшуну, Гягом Ешею, Тертоншо, Галселикпа и другими. И сказано, что среди всех сутр и тантры, древних и старых и новых тантр, а также основных и второстепенных областей знания, в Тибете в то время не было ни одной, которую он бы не изучил и не знал. Поэтому его автобиография в основном представляет собой запись учений, которые он получил. Будет справедливо сказать, что среди кармап он был наиболее знающим и эрудированным. Точно так же он был человеком, оказавшим большое влияние не только на карма камцан, но и на тибетский буддизм и тибетское учение или тибетский буддизм в целом. В частности, он оказал большое влияние на школу Нингма, Щидже, приближение и достижение трех ваджр, которые происходят от Гоцамбы. Он опередил Кункен Далбопу в выделении и распространении учения Шинтонга, пустоты от другого в Тибете, и был одним из первых, кто написал астрологический текст, связанный с Калачакрой, поэтому он оказал сильное влияние на тибетскую астрологию. Он написал книгу о медицине под названием «Океан медицинских терминов». Он дополнил 34 истории джатак Ачарья Швавгоши, чтобы написать сотню рассказов о джатаках, которые оказали большое влияние на литературу. Что касается практик, то по всему Тибету есть много мест, где Ранчундурджи действительно совершал ретриты. Как я уже говорил, он дополнил истории джатак Ачарья Швагоши и написал свой текст, который называется «Сотня рассказов о джатаках», и таким образом он оказал большое влияние и в тибетской литературе. Если мы рассмотрим его практики, то по всему Тибету есть множество мест, где Ранчундурджи совершал ретриты, есть многие монастыри, которые он сам построил, и они не похожи на обычные монастыри. В основном это места для уединения. У него было множество учеников, достигших высокого уровня опыта и реализации, в том числе 110 реализованных учеников, и это одно из его величайших наследий. Я хотел бы рассказать побольше о его жизни, о его биографии, связанной со всем этим, в годовщину появления его лица на Луне в следующем году. Так как в этом году у нас нет на это времени, я думаю, что я сделаю это в следующем году. Говоря вкратце, владыка Дхармы Ранджундарджи известен как первый тулку на земле Тибета, и с точки зрения его деяний и деятельности он является лучшим примером для тулку.
Сегодня я решил, что смогу рассказать несколько слов о 3 темах из всего множества: о чудесном обстоятельстве его рождения, о том, как он стал первым тибетским тулку, и, наконец, о том, как его лик появился на Луне. Что касается первых 2 из них, я расскажу о первых 2 в основном в соответствии со старой рукописи жизни владыки Дхармы Ранджундарджи до того, как он отправился в Китай, которая была написана его прямым учеником Шираб Ринченом. И я опишу 3-й раздел согласно достоверным источникам освобождения, историям освобождения и намтарам и историческим текстам. Традиционно считается, что первым Кармапа был Дюсум Кемпа, вторым Кармапакше, а третьим Ранджун Дорджи. Но в отличие от более поздних Кармап, Кармапаши не читался Нирманакая или реинкарнации Дюсум Кемпы, признанный и возведенный на трон, поскольку эта традиция в то время не была распространена. Она еще не получила своего развития. Однако сам Кармапакши сказал, что он был Нирманакая или воплощением Дюсум Кемпы. И откуда же мы это знаем? Дело в том, что он написал в своем автобиографическом повествовании о постижении 3 времен и невременного как единого и о совершенствовании великих сил. В истории освобождения владыки Дюсум Кемпы он говорит, что он родился в Центральном Тибете, в 7 местах практики в Садраге ради блага одного ученика, и что, увидев реку Джи, один из них осуществит его намерение, и он приведет домохозяина Гунпаву на истинные пути еще через 2 или 3 рождения. Эти 3 были современниками, поэтому, чтобы выполнить эти 3 намерения, владыка Дюсум Кемпа, я теперь известен под именем Кармапа, и я родился с памятованием и бдительностью в линии царя в долине Джи, в стране богатой истинной Дхармы. Здесь он объясняет, как он родился в соответствии с предсказаниями в последнем завещании владыки Дюсум Кемпы. Он также описывает в этой автобиографии, что это один и тот же поток разума. Тот, кто в прошлом был известен как Дюсум Кемпа, а ныне Чуйку Ранджун Дорджи, различны по имени и по времени, но на самом деле суть одна и та же. Он говорит, что они являются одним потоком сознания, и об этом говорится во многих других источниках, но я не буду рассказывать об этом подробно сегодня. Тайное имя Кармапакши было Ранджун Дорджи, и это то, о чем я буду говорить несколько позднее. В истории освобождения Кармапакши, написанной прямым учеником владыки Дюсум Кемпы Памдракпой, написано, что с того времени, как Кармапа встретил своего гуру Памдракпу, у Памдракпы было много чистых видений о нем, как о Дюсум Кемпе, как о первом Кармапе. Также Кармапакши также восстановил все 3 монашеские места Кармапы, основанных Дюсум Кемпой, и распространил учение, так что для его учеников это было подобно пришествию самого Дюсум Кемпы. Таким образом, его последователи единодушно признали, что он был Нирманакаей Дюсум Кемпы. Таким образом, я считаю, что только потому, что тогда не было обычая признавать и возводить Тулку на престол, как мы это делаем сегодня, это не означает, что он не был реинкарнацией или Тулку. Точно так же, как во многих рассказах о джатаках, о буддах и бодхисаттвах, никто не узнавал их, не признавал их и не возводил на трон. Но это вовсе не означает, что они не были воплощениями Будд и бодхисаттв. Когда мы изучаем истории и биографии, кажется, что не было широко распространенного обычая называть владыку Дюсум Кемпу Кармапой. В историческом тексте, который называется «Праздник для ученых», и в прочих работах известно о том, что
когда он принял монашеские обеты, у него было чистое видение Дакини, наделившее его полномочиями как воплощение деяний Будд и давшее ему титул Кармапа. Из этого мы можем сделать вывод, что это было его тайное имя, а не широко известное имя. Оно стало широко использоваться во времена второго Кармапы. По этой причине Кармапакши называет себя широко известным титулом Кармапа. Более того, тайное имя одного Кармапы часто становилось настоящим именем следующего воплощения Кармапы. Например, тайное имя Кармапакши было Ранджундурджи, и оно же стало общеизвестным именем третьего Кармапы. А тайное имя третьего Кармапы Ранджундурджи было Рулпедурджи, и оно стало общеизвестным именем четвертого Кармапы. И тому множество примеров. Есть несколько примеров того, как это происходило в истории карма. По этой причине в наши дни мы иногда путаем работу Кармапакши и Ранджундурджи друг с другом. И это происходит потому, что они оба использовали имя Ранджундурджи, что привело к некоторой путанице. Однако великий ученый из Ситха Кармачагми написал в своем путеводителе по монастырю Кармагон, что было сказано, что Кармапакши звали Кармапой, потому что он пребывал в монастыре Кармагон. Возможно, это было сказано, чтобы показать величие монастыря Кармагон. Или же другой причиной может быть то, что основателем Кармагона был Дюсюн Кемпа. Так что если бы кого-то и следовало называть Кармапой, это был бы Дюсюн Кемпа. Однако, возможно, что это было потому, что Кармапакши провел много времени в монастыре Кармагон. А может быть, была и другая причина. И этот вопрос необходимо исследовать. Однако я не встречал подобного повествования в общеизвестных историях Карма Камцанг. Говоря кратко, если мы подробно рассмотрим историю, то первым, кто был широко известен как Кармапа, это был Кармапакши. Если считать обладателей черной шапки, первым будет Дюсюн Кемпа. А если читать от первого признанного Тулку, то первым будет Ранджундурджи. И согласно приведенным причинам, в одной из предсказаний Дюсюн Кемпа говорится, что трое с черными шапками придут сюда в Цурпу. Точно так же владыка Микёдурджи писал в своем комментарии к йога-тантре. В наши дни в Дакпокагю есть двое, кто бесспорно имеет око Дхармы в сутре и тантре. Это Ранджундурджи и Бутон. И по-тибетски они называются Бурангни, то есть Ранджундурджи и Бутон. Первый Ранджундурджи является вторым носителем титула Кармапа и третьим носителем черной шапки. И я думаю, что это его высказывание Микёдурджи очень точно говорит об истории Кармап, и это то, о чем нам необходимо помнить. Одной из отличительных черт Кармапа является черная шапка. Я думаю, что традиция носить ее началась во времена Дюсюн Кемпы. В собрании сочинений Дюсюн Кемпы есть текст под названием «Три смешения» или по-тибетски «Сева Курсум». И это текст, который является записями прямого ученика Дюсюн Кемпы и представляет собой записки к его учению. В нем говорится: представьте, что над вашей макушкой находится круглый лунный диск. Медитируйте, что поверх него находится ваш коренной гуру, неотделимый от владыки Дхармы Дюсюн Кемпы с белыми волосами и черной шапкой, имеющий природу света. В то время у учеников был обычай представлять Дюсюн Кемпу в черной шапке.
Точно так же в автобиографическом повествовании Кармапакши о осознании трех времен вне времени и совершенствовании великих сил говорится: Владыка Дюсюмкемпа был благословлен как самовозникающая мудрость, излучаемая Индрабодхи. Поэтому в восприятии всех его учеников он проявляется как непостижимая эманация и различные магические проявления, подобные отражениям зеркала. Поскольку он был той же сущностью, что и Брахман Сараха, он носил как символ неизменной природы Дхармы черную шапку с золотым пламенем, какой никогда прежде не было в мире. Самовозникающая мудрость не может быть проиллюстрирована различными символами и так далее. Как было сказано, он носил черную шапку из дамасной ткани или черного шелка с золотым пламенем, которое ранее было неизвестно. Когда Карма Микёдурджи говорил о черной шапке, он цитировал отрывок из старой истории об освобождении Дюсюмкемпа, которая гласит: он носил черную шляпу из черной дамасной ткани с орнаментом в виде связки круглых цветов. Он также сказал, что на изображениях Дюсюмкемпа из Гарчена и его главных монастырей он изображен в черной короне. Об этом существует очень много повествований и историй, но сейчас я думаю, что я остановлюсь на этом. И следующее, о чем я хотел бы сказать, это чудесные события, связанные с его рождением. Владыка Дхармы Ранджундурджи родился на 8-й день первого тибетского месяца года дерева обезьяны 5-го цикла Равджунга, то есть в 1284 году по западному исчислению, и скончался в 14-й день 6-го месяца года Земли Зайца 6-го цикла Равджун, или в 1339 году. Таким образом, он был учителем 13 века. Он родился недалеко от Ланкора в тибетской местности Верхней Дингри. Его отца звали Тумпа Чумпель, а мать звали Джумо Янгджин. Когда он был маленьким, его звали Чокяпел. Как только он родился, какие же необычайные деяния, удивительные явления он являл. Он встал на колени, вытер свое лицо руками, пристально посмотрел на Луну и сказал: «Это Луна 8-го дня». И в это время его семья гостили в доме родственницы матери Кармапы, которая была рядом и слышала его слова. И как только она услышала эти слова, она сказала: для ребенка заговорить сразу после рождения – это дурной знак. И она сказала, что лучше бы от него избавиться. На что родители сказали: разве это приемлемо? Этот ребенок произошел из нашей собственной плоти. И его тетя сказала: раз это так, то вам следует переночевать в другом месте. И она не позволила им остаться в ее доме, и она отвела их в коровник. И затем Чокяпел был очень привлекательным, красивым ребенком. Поэтому все его обожали. И многие говорили: невозможно, что этот ребенок был вашим. Они говорили так и брали его к себе на колени, тискали и давали ему много еды и напитков. Затем, когда ему было 3 года, он сказал: мне нужна черная шляпа, похожая на эту. И сделал черную шляпу из черного войлока. И всякий раз, когда он шел в какое-то место, он надевал эту шляпу, устанавливал небольшой трон из камней
и разговаривал с местными детьми. Он подзывал их и давал им наставления относительно ознакомления с 3 телами. Или по-тибетски кусум мучо. Говорят, что третья карма подавала очень много наставлений по ознакомлению с 3 телами или с 3 каями. И он говорил, Кармапа говорил, что из-за своих предыдущих отпечатков он не забывал эту дхарму. И первый стих, который он произнес, был следующим. «Я осознал, что эти видимости, эти многочисленные проявления, хотя и проявляются, лишены истинности. Я чувствую сострадание к вам, дети, которые не осознали, что все видимости подобны иллюзиям, миражам и радугам». Однажды он пошел с матерью на представление и получил в подарок 3 куска шелка. И во время этого мероприятия кто-то забрал эти 3 куска шелка, и мать заплакала. И в этот момент Чукяпел, ее сын, сказал: «Не плачь из-за 3 кусков шелка. У меня есть большой сундук в Цурпу, наполненный шелками. Я отдам тебе все, что ты захочешь». И это первый раз, когда он говорил, опираясь на свое ясновидение. Однажды, когда отец нес его на своих плечах, перед ними шло стадо овец. И его отец подумал: я был бы очень счастлив, если бы эти овцы были моими. И ребенок, его сын, сразу же сказал: ты влюбился в этих овец? Они так тебе нравятся? На что отец ответил: да, мне они очень нравятся. И тогда его сын молвил: если ты так поражен богатством, у меня есть столько лошадей в одном месте в Дукаме, сколько ты хочешь. У меня есть такое количество лошадей, и я отдам их тебе. И тут его отец удивился и спросил его: так ты можешь читать мои мысли? Кто ты такой? И на это его собственный сын ответил: я воплощение драгоценного Кармапы, Кармапа Ринпоче. Как только он это сказал, его отец, которого звали Тонпа, подумал про себя: если это так, то в прошлом Кармапа Ринпоче сделал мне подарок и сказал: Тонпа, я одолжу твой дом на время в будущем. Я поживу у тебя в доме в будущем. Я думаю, что он имел в виду именно это. И вследствие этого у него появилась совершенно искренняя вера в Кармапе. Затем, по прошествии некоторого времени, его отец Тонпа и семья, которые, по всей видимости, были довольно бедны, подумали: разве не было бы чудесно иметь столько еды и питья, сколько мы хотим? И как только они это подумали, ребенок понял их мысли и сказал: вы очень голодные и очень сильно хотите есть, на что они ответили: да. Тогда Кармапа сказал: вы можете сказать всем, что я являюсь перерождением Кармапа Ринпоче, и вы можете говорить об этом всем. Если мы пойдем на ту сторону этой реки, прямо в деревню, там будет много еды и питья. И когда отец повел его в эту деревню, на другом берегу реки, в этой деревне шло пиршество, и у людей было много еды и питья. И его отец Тонпа
был очень рад, он выпил пиво и опьянел. И тогда он осмелел и сказал всем присутствующим: «Мой маленький мальчик говорит, что он перерождение Кармапа Ринпоче». И, по всей видимости, он рассказал всю историю, связанную с его сыном. И поэтому все удивились и начали совершать простирание перед мальчиком и просить его благословения. В то время его встретил известный учитель Дхармы из Т по имени Кхинцун Серкамба. И он услышал об этих событиях и сразу же встретился с Кармапой. И затем он стал задавать ему вопросы, и эти вопросы и ответы были записаны и стали тем, что позднее стало известно как «История освобождения в Бордо» или «Намтар Бардума». И это повествование о том, что происходило с предыдущим рождением Кармапы в Бордо. И это жизнеописание известно как Намтар Бардума, история освобождения в Бордо. Затем отец Ранчун Дорджи Тумба занимался практикой щидже или чода. И поэтому с раннего возраста Кармапа получил передачу традиции щидже Селук, а также 4 более поздние передачи от своего отца. Он также получил посвящение Яндак Хируки и Ваджикилая от 2 мантриков, от 2 практикующих мантру. И далее я хотел бы рассказать, как он стал первым тулку в Тибете. Обычно признание тулку является характерной чертой тибетского буддизма. Однако тулку или нирманакая на санскрите – это термин, обозначающий одну из кай Будды, проявление тела или формное тело, в которой Будда совершает деяния на благо живых существ. Существует множество разных видов нирманакаи. Благородные бодхисаттвы также могут проявлять различные эманации или воплощения, и даже обычные люди могут создавать эти эманации или проявления благодаря силе самадхи. Однако настоящая нирманакая есть только у Будды. У таких нирманакай нет ни у ария бодхисаттв, ни у простых людей. Но, видимо, все они могут называться тулку из-за их сходства. Говоря о перевоплощении, или по-тибетски янси, все наоборот. Обычные существа, перерождаясь в сансаре из-за кармы и омрачений, вынуждены пребывать в этом бытии. Благородные же бодхисаттвы перерождаются из-за страдания и молитв и стремлений, а Будды без усилий рождаются ради блага других живых существ. Даже обычные люди могут иметь сильные стремления и намерения при жизни, и в момент смерти они создают устремления и перерождаются там, где пожелают. Так сказано в сутре признаков Сукхавати и других сутрах. Говоря вкратце, существование прошлых и будущих жизней признается всеми буддистами. Во многих авторитетных писаниях общих для всех колесниц, как Хинаяны и Такамахаяны, Будда Шакьямуни рассказывал истории о своих прошлых жизнях, а также описывал прошлые и будущие жизни других людей. Таким образом, простое признание прошлых и будущих жизней было тибетским нововведением. То есть такое признание прошлых и будущих жизней не было тибетским нововведением, однако традиция, где великое существо постоянно поддерживает учение и существ в череде жизни, видимо, началось со владыки Дхармы Ранчун Дорджи и постепенно широко распространилось во всех тибетских традициях, главных и второстепенных. Так в Тибете существует поговорка: люди страдают больше, когда толку не появляется, чем когда умирает лама, чье перерождение должно появиться. Есть много способов распознать толку, но я думаю, что я не буду говорить об этом сейчас.
нет необходимости говорить о том, что среди Тулку существуют более высокие и более низкие. Но я думаю, что именно потому, что исторически большинство Тулку приносили большую пользу буддизму и живым существам, традиция признания Тулку продолжается и по сей день. Владыка Дхармы Ранджун Дурджия был признан Тулку Карма Пакши великим учителем Оргенпа и Ринченпелом. Оргенпа был непосредственным учеником Махасидхи Гоцампы из традиции Друкпа Кагью и имел большой опыт и реализацию. Поскольку Оргенпа побывал и в Индии, и в Китае, можно сказать, что он был тибетцем в своем времени с широчайшим знанием и опытом. Он был настоящим ситхом и йогином, и делал то, что хотел, вместо того, чтобы беспокоиться о том, что подумают другие. Поэтому он не пытался приспособиться даже к таким людям, как Хубилай хан. Примерно в то же время, примерно во время ухода Кармапакши, Друпчен Оргенпа и 70 учеников услышали о славе Кармапа Ринпоче и пришли навестить его. И поэтому они специально пришли к Кармапакши. Когда они достигли горы Чан-Ури или горы У на севере, которая находится недалеко от монастыря Ямпаджи, Оргенпа сказал: «Посмотрим, обладает ли Кармапа способностями ясновидения. Мы пойдем к нему сегодня вечером». И все они прибыли ночью в Цурпу, монастырь Кармапы, и в то время Кармапакши знал об этом. И он сказал своим монахам: «Ночью позовите всех монахов, потому что к нам идет Оргенпа, поэтому вы должны приветствовать его». И на рассвете они приветствовали его со знаменами и зонтами на вершине трона Дхармы Майтреи в монастыре Цурпу. По всей видимости, во время освящения этого монастыря у Кармапакши было видение того, что Майтрея прибыл в этот монастырь, и, по всей видимости, куча камней, собранных вместе, были названы троном Дхармы Майтреи. И в этом местечке собрались Оргенпа и его группа. И это был первый раз, когда гордость Оргенпы была сломлена. Затем, когда они встретились внутри монастыря, Кармапакши сказал: «Должен ли я заставить вас, как учителя, так и учеников, вести себя как зайцы в панике?» И, например, когда мы взмешиваем что-то в чашке, это приходит в определенную... смешивается вместе. И когда он сказал так, Оргенпа и другие сказали: «Пожалуйста, заставьте нас поступить так», — ответили они. И Кармапа глубоко вздохнул, посмотрел на Оргенпу и его учеников, и те вдруг начали неудержимо танцевать. И тогда Кармапа Ринпоче сказал: «Достаточно, а теперь садитесь». И это также сломило гордыню Оргенпы. Затем в тот же вечер Оргенпа и его ученики, участвовали в Ганачакре и напились пива, которое было поднесено во время Ганачакры, и не заметили, что собака украла мясо для Ганачакры. На следующее утро, когда Оргенпа отправился завтракать с Кармапакши, Кармапакши сказал: «Знаешь ли ты, что собака украла мясо с твоей Ганачакры?» И это происшествие также, это событие также разрушило гордыню Оргенпы. Он понял, что Кармапа обладает ясновидением. Тогда Кармапакши сказал: «В Тибете, должно быть, нет более великого Махасидхи, чем ты».
На что Ургемпа ответил: у меня нет таких качеств, у меня нет такой гордыни. Тогда Кармапакши сказал: тогда спой песню гордости, которую ты пел в пещере Асура. И как только он это сказал, Аргемпа испугался, и его гордыня снова уменьшилась. Затем Ургемпа получил множество учений дхарму от Кармапакши. И это произошло только после того, как гордыня Ургемпы была уменьшена. Кармапа сказал ему: иди на юг, и ты принесешь благо живым существам. В будущем тебе нужно будет позаботиться кое о ком и воспитать этого человека. Воспитай его и дай ему это. Сказав так, он дал Ургемпе черную шляпу и текст указания на Трикаи. И поэтому по этому поводу Ургемпа знал, что было предсказание Дусюм Кемпа, что в этом монастыре Цурпу будет 3 человека, которые будут носить черную корону, черную шапку. И 2 из них уже прибыли, и он подумал, что он должен быть 3-м, поэтому он надел черную шапку. И на это Кармапа сказал: ты не являешься 3-м из описанных 3, кто будет носить черную шапку. Придет тот, кого ты должен будешь воспитать и передать ему черную шапку и текст ознакомления с 3 каями. И после того, как он встретился с Кармапой, Ургемпа отправился в Кангчумо, местечко, которое находится недалеко от Керон. И, по всей видимости, некоторые люди из Лхасы пришли в это местечко, и после того, как они посетили святые места, они пришли к Кармапе. И тогда Кармапа спросил его: среди вас есть человек, который знает дохи и практику Че? И, пожалуйста, этот человек пусть останется. Я хотел бы сказать ему несколько слов, объяснить кое-какой смысл. И затем Кармапа взял масло и шерстяную ткань и отдал этому человеку. И он сказал ему, что в будущем я приеду пожить у тебя. И говоря вкратце, как я уже говорил, это был отец Ранджундорджи, и он вспомнил эти слова Кармапакши о том, что он снимет у него жилье, что он придет к нему пожить. И затем, когда ему исполнилось 4 года или 5 по тибетской традиции, благодаря своей дхармической связи, а также самаям, карме и устремлениям, он встретил великого Махасидху Аргемпу. И в ночь перед встречей с ним Аргемпе приснился сон, в котором к нему явился Кармапа Ринпоче и рассказал ему много историй освобождения и даровал ему много дхармы. Затем он очень ясно сказал: я иду убедись в том, что вы понимаете. На следующее утро Ургемпа сказал своей свите: проявление Кармапа Ринпоче придет сегодня, поэтому встречайте его с зонтом, музыкой и прочим. Однако Аргемпа также подумал, что он должен проверить Кармапу. Является ли этот ребенок воплощением Кармапакши или нет. Поэтому он поставил высокое сиденье, которое было выше его собственного, и подумал: если он мой гуру, он сможет сесть выше меня. Если нет, он не сможет этого сделать. И затем, когда Ургемпа увидел, что Чогьяпел вместе с отцом и матерью приближается,
Он подумал, что, наверное, этот мальчик и есть тот человек, есть тот мальчик, который является воплощением Кармапакши, потому что тогда не очень много людей, по всей видимости, путешествовало по этим местам, и они приветствовали Оргемпа и его окружение, приветствовали его музыкой и пригласили внутрь. И этот ребенок, не простираясь перед ламой Друпче Оргемпой, без малейших колебаний зашагал вперед и взобрался на высокое сиденье и сел на него. И Оргемпа сказал ему: «Что ты делаешь, мальчик, дурно ведущий себя?» На это ребенок ответил: «Я в предыдущем рождении был твоим гуру». Как только он сказал это, затем он слез с сиденья и совершал простирание перед Ургемпой. И он сказал: «Хотя так было в моей предыдущей жизни, но в этой жизни вы должны быть моим гуру». Затем Джуптоп Ургемпа задал мальчику множество вопросов для того, чтобы выяснить, является ли он Тулку или воплощением Кармапакши. Например, когда Оргемпа попросил его: «Расскажи историю своей жизни», он рассказал историю освобождения Бардо, то есть то, что по-тибетски называется Намтар Бардума. Это краткая биография Кармапакши. Когда он сказал: «Расскажи мне, как я встретил гуру Кармапу», мальчик ответил стихами. И смысл этого четверостишья следующий. «Почтенный владыка из Латэ Оргемпа, вы пришли, чтобы встретиться со мной. Мы говорили о северо-западной Индии и описании Бодхгаяи. Мы говорили о знании и истории и истинной Дхарме». На следующий день Оргемпа сказал, он продолжил проверку этого ребенка и сказал: «Если вы мой гуру, вы должны знать, как читать. Тогда прочитайте это, произнесите этот текст». И он дал ему страницу текста, и этот ребенок начал читать этот текст. И иногда он мог читать какие-то части из этого текста без колебаний, но иногда ему приходилось произносить написание слов, а иногда ему приходилось читать по буквам. И Оргемпа долго смеялся и сказал: «Я никогда не видел более смешного чтения, чем твое». Затем, когда Оргемпа спросил ему, сколько ему лет, ребенок ответил, что ему 5 лет. Тогда Оргемпа сказал: «Если ты родился в 8-й день 1-го месяца года обезьяны, то мой гуру скончался в 3-й день 9-го месяца года овцы. Между ними не более 4 месяцев и 5 дней. Так что ты, наверное, вовсе не мой гуру». Потому что ребенок должен провести в утробе матери 9 месяцев. И поэтому он сказал, что вы, наверное, не мой гуру. На это ребенок ответил: «Мое сознание вошло в тело в утробе через 5 месяцев после того, как оно сформировалось. И причина этого в том, что когда я был Кармапакши, я сказал всей Сангхе, я призвал всю Сангху и обратился к ним со словами: «Мое предыдущее сознание уже перешло в Ганшурмо. Теперь я не задержусь. Вы должны спрашивать обо всем, что вам нужно, поэтому я вас позвал. Я подожду 3 дня». И хотя он и ждал 3 дня, по всей видимости, не пришло никого, кто желал получить какие-то объяснения или учения. И он сказал Оргемпе: «Наверное, вы слышали об этом, как я произносил эти слова». И таким образом, до того, как Кармапа покинул это тело, он отправил свое сознание в тело ребенка, которому исполнилось 5 месяцев. Затем Оргемпа снова спросил: «Что ты еще помнишь?» На что ребенок ответил: «После ухода в Нирвану я отправился в царство богов. Потом я вернулся в этот мир. И в монастыре Тюлунг-Парцан жила пожилая пара, которая плакала над трупом ребенка, мальчика, умершего в возрасте 5 или 6 лет. Я вошел в тело этого ребенка, думая, что это принесет пользу живым существам.
И поэтому мое сознание вошло в тело этого ребенка, и я открыл глаза, но эти двое старых родителей, как только увидели, что глаза ребенка открылись, они сказали: глаза мертвых, смотрящие на живых, дурное предзнаменование. И они проткнули мне глаза иглой, а затем бросили в них пепел. Без этой способности видеть я не смог бы приносить пользу живым существам, подумал я, и поэтому оставил это тело, и это то, что я помню. Аргемпа сказал: я пошлю кого-нибудь, чтобы проверить, правда ли то, что ты говоришь. И он тотчас отправил посланника. Когда посыльный вернулся, он сказал, что все произошло именно так, как об этом поведал мальчик. После этого Ранджун Дорджи отправился в монастырь Цурпу, который находится в местечке Тулун. И он встретился с родителями, которые выкололи глаза телу ребенка, и рассказал им эту историю, и они раскаялись и поднесли корову и 10 бушелей ячменя. Затем Аргемпа снова спросил: что ты еще знаешь, что ты еще спрашиваешь? На что ребенок ответил: когда я был в утробе матери, мой отец сказал: как я и видел во сне, у нас будет мальчик, так я видел в этом сне. Моя мать же сказала: женщины говорят, что если это мальчик, он будет неподвижен, а если девочка, она будет двигаться в утробе. Этот плод, находящийся в моей утробе, двигается, не останавливаясь. Это значит, что это должна быть девочка. И я слышал, как они говорили это. Я также беспрепятственно видел и слышал внешние формы, звуки и прочее, сказал ребенок. И Оргемпа сказал: ты говоришь одну лишь ложь. Это никак не может быть правдой. И тогда позвали его родителей, и Оргемпа встретился с ними лично. Когда они позвали родителей, и когда родители пришли, Оргемпа спросил: когда этот мальчик был в утробе, вы говорили о том, будет ли мальчик или девочка? Они ответили утвердительно. Оргемпа сказал: как же вы это обсуждали? Они рассказали это так же, как говорил их сын. И поэтому Оргемпа сказал: в прошлом в Индии был царь-монах Черингба, на которого не повлияли загрязнения чрева. В Тибете это вы, на кого не воздействует загрязнение чрева. Поэтому кроме вас нет никого другого, на кого не подействовали загрязнения чрева. Он выразил свое удовольствие разными способами, и он дал ему обеты Бодхичитты и обеты Упасаки, обеты мирянина, а также дал ему тайное имя. Оргемпа сказал: тайное имя моего гуру было Ранджун Дорджи. Я также назову тебя Ранджун Дорджи. И назвал его Ранджун Дорджи. Он также сказал: Кармапа Ринпоче сказал мне: в будущем к тебе придет тот, кого ты должен будешь воспитать. Ты должен быть тот, о ком он говорил, кого я должен буду воспитать. И он отдал черную шапку и текст указания на 3 каи, которые были переданы ему предыдущим Кармапой. Он отдал эти вещи Ранджун Дорджи. В возрасте 7 лет Ранджун Дорджи получил монашеские обеты от Кунден Шираба, выступившего в качестве упадяя или по-тибетски кемпо. Затем Ньери Гендунбум, лицезревший Авалокитешвару, сказал, когда он видел Авалокитешвара, Авалокитешвара дал следующее предсказание: этот тулку принесет огромную пользу живым существам. Из-за этого предсказания Ньери написал хвалу в стихах и послал в Верхние Денгри обширное подношение с посланником, чтобы привести его в Цурпу. Но я не буду говорить об этом подробно сегодня. Следующее, о чем хотел бы сказать, о появлении лика Дорджи Ранджун Дорджи на Луне. Кармапакша был гуру императора династии Юань Хубилай Ханя, и Ургемпа также был приглашен императором, когда тот пригласил Кармапакши, так как Ургемпа следовал за своим гуру повсюду. Точно так же во времена Ранджун Дорджи юаньский император Вэньцзун также верил в Дхарму и, согласно традиции, послал государственную ламу Кунга Гялцена и других, чтобы пригласить Ранджун Дорджи. Однако на пути были плохие знамения, и зная, что император не проживет долго,
Ранчжун Дорже вернулся в свой монастырь в Цурпу. Вскоре после этого Вэнзун действительно скачался. Затем Ранчжун Дорже снова отправился из центрального Тибета в Китай и прибыл в Дайду, то есть в Пекин в 10-м тибетском месяце 1332 года. И в это время императором был Нинзун. Однако Кармапа понял, что у императора Юань Нинзуна также были препятствия для жизни, и он понял, что тот скончается не более чем через 43 дня после восшествия на престол. И в то время младший брат Нинзуна Тогон Тимур, он был далеко в Гуанци. И Ранчжун Дорже предсказал, что Тогон Тимур станет императором через 6 месяцев. И в соответствии, согласно с этим предсказанием, в 1333 году на престол взошел Шунти. Но на самом деле на трон взошел Тогон Тимур. И после того, как умер Хубилай, прошло всего 43 года, но за это время сменилось 10 императоров. По всей видимости, эти императоры жили недолго. И поэтому этот император попросил Ранчжун Дорже сделать ритуал для продления жизни. И Ранчжун Дорже провел в 1333 году на трон зашел Шунди, известный также по имени Тогон Тимур. Вообще же, между смертью Хубилай хана и Юань Шунди прошло всего 45 лет. Но за этот период сменилось 10 императоров. Таким образом, юаньский император попросил Ранчжун Дорже о методе продления жизни, так как императоры этой династии жили недолго. И Ранчжун Дорже ответил, что в Самье Чимпу находится вода долголетия Гуру Римпоче, сокрытая как сокровище Тер, и если бы император мог получить ее, он мог бы жить долго. Затем в 1335 году Ранчжун Дорже вернулся в Центральный Тибет и заполучил воду долгой жизни Гуру Падмасамбхавы из сокрытого сокровища в Самье Чимпу. В 1336 году он вернулся в Яньскую столицу, дал императору воду долгой жизни и даровал императору посвящение долгой жизни. Таким образом, Тогон Тимур стал юаньским императором с самым долгим правлением длиной в 36 лет. В 1339 году, в полдень 14-го дня 6-го тибетского месяца, Ранчжун Дорже вместе с императором и министрами подошел к статуе Чакрасамвары в трехмерной мандале Чакрасамвары, обошел ее и сел на сиденье. Он смотрел в небо, сложив ладони, и так как собралось много гуру Кагью, а также божеств Идамов, героев и Дакини, он приказал прислужникам организовать и сделать обширные подношения. Затем Ранчжун Дорже совершил самопосвящение Чакрасамвары и подношение Амрит в руке. Он раздал всем понемногу Амриты, и все были в восторге. Он повторил коренную мантру Чакрасамвары, играл на своем барабане Дамару и говорил окружающим: этот йогин должен отправиться в другую чистую землю, а вы же будьте усердны в практике дхармы. И затем его дыхание становилось все медленнее и медленнее, и затем без всяких страданий и болей он ушел в нирвану там же, на том же месте. И вместе с ним, по всей видимости, находилось 18 телохранителей, 18 охранников, и из них увидели эту ступу 16 человек, а двое не увидели. И они доложили об этом императору, и большинство его главных министров также видели
это видение в виде лик Кармапы на диске Луны. По приказу императора художники написали 2 картины. И эти придворные художники, так как тогда не было фотоаппаратов, они написали эти 2 образа. Один из них остался у императоров, а второй был отправлен в Цурпу. И позже, когда был разработан стиль Карма Каджи, этот образ послужил моделью для этой танки, для изображения Кармапы на лунном диске. Согласно истории Дхармы, Пагру Чингасу Намгялцена, 1000 лучей света, открывающих глаза, сказано, в то время все в Дайду, в Пекине, видели его на Луне, и все они пали ниц и сделали подношение. Также в синей летописи говорится, когда им показали владыку Дхармы в сфере Луны, император и его свита прониклись глубокой верой. Это описано во многих авторитетных тибетских историях. И я думаю, что сегодня остановлюсь здесь. И я надеюсь, что вы прибудете в крепком здравии.